Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің технологиялық пәндер оқытушысы Альпекова Алия Болатбековнамын. Бүгін бізде зертханалық жұмыс, және де бүгінгі зертханалық жұмысқа мен қонаққа бас аспазшы, өз ісінің шебері Закиржан Таевичті шақырдым. Саламатсыз ба, Закиржан Таевич? Саламатсыз. Закиржан Таевич, бүгін біздің зертханалық жұмыста өтетін тақырыбымыз суп өнімдерден тағамдар. Сіз бізге шеберлік сабағын көрсетіп, суп өнімдер туралы айтып берсеңіз, және де өзіңізге ұнаған бір тағамыңызды көрсетіп берсеңіз бізге. Сөз сізде. Рахмет, саламатсыз ба? Добрый день. Значит, я мастер производственного обучения финансово-правового и технологического колледжа. Мы сегодня проведем как бы собеседование, мастер-класс с преподавателем колледжа, где я буду рассказывать субпродукты. Сегодня у нас будет тема блюда из печени. При печени уделяется очень большое внимание самой печени. Предварительно печень, вот я вам показываю его. Что нужно сделать? Вы видите, что чистая печень, хорошая, без всяких язв, без всяких самых. И его основная функция, вы видите, кровь, да, вот она очищает кровь. Поэтому мы должны его обязательно замочить в холодной воде и использовать сам. Но как любая организм, он имеет защитный слой. Вот этот слой надо убирать. Если мы не уберем эту пленку, то у нас получится жесткое мясо, потому что при жарке, при этом варке даже, она сжимается. Вы знаете, что любое мясо, оно сжимается, если его не обработать. Для этого мы убираем вот эту пленку. И если не убрать эту пленку, его очень легко убирать руками, просто. Можно ножом вот, помочь. Просто ножом вот вы берете, ничего сложного нету. Но вот для начала, чтобы вы всегда знали, что обязательно нужно убрать пленку. И если вы не уберете пленку, то у вас будет жесткая и невкусная печень. Ал ондай болса, біз бірінші бауырды пісіріп бастамай тұрып, техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек, я, білім алушылар. Ол үшін біз пышақты дұрыстай білу керекпіз. Сонымен қатар бұл бауырды қуырып жатсақ, қайнатып жатсақ, плитамен дұрыс жұмыс істеуді білу керекпіз. Қалай қосылу инструкциясына қарап, солай жұмыс істеу керекпіз. Сонымен қатар бауырды қуырып жатқан кезде майға күйіп қалмау керекпіз. Осы ережелердің барлығын сақтауды ұмытпаңдар. Ондай болса, Закиржан Таевич, ал тағамымызды бастайық. Да, правильно сказала Алия Болатбековна, надо очень серьезно относиться к любому приготовлению блюд, соблюдать технику безопасности, относиться очень серьезно вообще к приготовлению блюд. Если вы относитесь серьезно, то у вас все будет получаться. Если вы не относитесь серьезно, то у вас ничего не получится. Поэтому для этого вы правильно должны держать нож, правильно расположить доску к себе. И есть несколько способов. Вы знаете, что есть способы нарезки, но для этого, для печени есть особое. Мы где-то должны взять где-то 100-150 грамм печени. Мы вот нарезаем его, видите? Для чего делается? Чтобы порционные кусочки были ровные, примерно соответствовали весу. Вы же не будете делать один большой, один маленький. Где-то 0,5-1 сантиметр берете. 0,5 сантиметр. Да. И где-то сантиметров 4-5 мы берем печень, срезаем. Вот я беру 2 порции, чтобы вы не думали, что это просто так. Остальное мы печень оставляем для другого блюда. Значит, вот мы не мораем, только морается одна доска, чтобы почему-то знать, что он имеет специфический запах. И если мы будем на одной доске делать одно и то же, мы после каждой процедуры, вот, например, печень мы сделали, мы должны эту доску убрать и помыть. Для этого мы специально берем такую доску, которая будет использоваться. Потом мы берем тряпку или самое, мы должны слегка отбить его. Отбиваем на себя, чтобы вы видели, что я никогда не отбиваю самое, я беру на себя, видите, я на себя отбиваю. Вот. Чтобы это процесс, который мы должны всегда использовать. После этого, я вам говорил, что это кровеносные сосуды здесь есть. Мы берем посуду и наливаем сюда молоко, простое молоко. Для чего берем молоко? Мы должны придать печени рыхлость и вкус. Я вам говорил, что здесь кровеносный сосуд. Вот вы сейчас вот увидите, мы белое молоко, да? Белое молоко. Мы укладываем вот эту печень, которую мы отбили. И через час, полчаса, да, когда эта печень находится в молоке, мы подготавливаем основные продукты, которые есть у нас
Для этого мы будем делать соус белый основной, молочный соус, потому что здесь молоко используется. И вот тут что нож мы использовали, тяпку и второй нож маленький, мы его убираем, потому что он имеет свой специфический запах. Его отдельно моются и самое. У нас уже есть другая доска, которая чистая уже. Здесь мы будем готовить продукты основные. Значит, что нужно для этого? Для этой цели мы белый нож. Вот он. Для этой цели мы берем лук, просто лук, и нарезаем полукольцами. Жаңа Закир Жантаевич айтып өтті, сүтке бауырды ұрып салып қойдық. Себебі жұмсарады, құрамындағы бактериялар, керексіз заттар болса, олардың бәрін сүт алып шығады екен. Сол себепті жарты сағат, 1 сағатта сүтке қойып қояды екенбіз. Берем, наливаем растительное масло. Шедевр, любое растительное масло хорошее, без запахов, без всех. Слегка наливаем, и пока оно нагревается, мы порезали лук полукольцами. Можно кольцами, можно полукольцами. Все это зависит, что вы хотите подать. Масло нагрелось уже. Масло нагрелось. Вот. Как бы рукой просто подводите и смотрите, чувствуете, что уже тепло есть. Вот для этой цели мы берем и выкладываем. И тепло, видите? Она приправила золотистую, не пережариваем ее. Она не любит лук, когда пережаренный. И оставляем. Ағай, бүгінгі тағамына сонымен қатар тұздық дайындайды екен. Ағай, тұздықтың қанша түрлері бар, қандай түрлері бар, және де сіз бүгін қандай тұздық дайындайын деп жатыр екенсіз? Сол жайлы. Значит, разновидностей очень много для приготовления соуса белого. Вы знаете, это основной соус, который используется. Там есть средней густоты, есть густой, используется в разных целях. Для этого нужно знать, какую цель вы преследуете. Если вы готовите для печени, значит, нам нужно средней густоты, мы будем запекать его, и чтобы он был сочный и мягкий. При жарке вы знаете, что есть корочка коричневая, и когда мы будем запекать, его не будет, он будет идти как диетическое блюдо, чтобы вы не думали, что вот жареное, тому нельзя, этому нельзя, она идет как диетическая. И вообще печень очень полезная, я вам говорил, какие у него очень много расширенных, много полезных свойств. Вот. Для этого мы сейчас делаем, значит, сколько разновидностей есть сказать. Но разновидностей очень много. Есть жировые, безжировые. Это мы готовим сейчас безжировую сухую. Берем сухую сковородку, ставим на плиту, доводим до тепла. Потом берем 20 грамм муки, любой муки, 20 грамм где-то. Вот. И что мы делаем? Мы обжариваем ее до кремового состояния. Почему говорят до кремового? Если мы используем белый соус, он должен быть мука до кремового. Если мы используем для красного соуса, то там мы используем коричневый соус, муку. Поэтому мы должны знать, какие разновидности соусов. Мы сегодня готовим белый основной соус. И белый основной соус есть на молоке, на сметане. Мы сегодня будем использовать и этот вариант приготовления соусов, чтобы вы уже могли оценить. Вот видите, уже кремовое состояние. Ничего такого нет, потому что сковородка она горячая, мы положили и прогрели. И вот на этой основе вот получилось вот не белое, а уже кремовое. Мы разбиваем комки, чтобы комки тоже там при приготовлении соусов вы должны очень серьезно уделять внимание. Соусы это тоже основные блюда. В любом разделе, в любом самом можно приготовить соусы, и оно будет идти как блюдо. Если раньше мы мало уделяли внимания соусу, то сейчас очень много уделяется вниманию разновидности соуса. Каждый соус имеет свои вкусовые качества и может использоваться для разных блюд. Вот молочные соусы используются для диетических блюд. Куры отварные, мясо отварное, там, рыба отварная и соус, например, белый основной на сметане, на молоке. Также используется белый соус для соус-поиски, для рыбы, к примеру. Соустың түрлері өте көп, ала. Біз білетіміз негізгі қоюландырғышпен және қоюландырғышсыз. Қоюландырғышпен деген жаңа ұн қосып дайындаймыз, қоюландырғышсыз деген ұн қоспаймыз құрамына. Сонымен қатар балық соусы, ақ ет соусы, қызыл болады. Сонымен қатар
өндірістік соустар бар, тәтті соустар бар, сұйық май, өсімдік майымен соустар бар, соустың түрлері өте көп. Оның бәрін біз өткенбіз, иә, балалар? Это все. Смотрите, соус и это готово. Значит, предварительно мы должны остудить муку. Если мы сейчас в горячем виде будем добавлять муку, то получается клейстер. Мы его остудить должны до 40-30 градусов, до температуры комнаты. Для чего это делается? Чтобы мука разошлась, вот как воду мы наливаем или молоко мы наливаем, разводим его, и получается такая густая смесь, но не каша. Вот. Мы сейчас ее остужаем. Вот это вы должны знать особенно. Не сразу не наливать сюда молоко там, или бульон, чтобы вы были в курсе. Есіңізде болады. Онда біз міндетті түрде суытып барып, жаңа сұйықтық заттарын қосу керекпіз. Өйтпейді, ондай жағдайда, егер де ыстықтай құйсақ, онда түйіршік келіп қалады. Вот, мы подошли уже к основной, это уже вот печень. Помните, я говорил, было белое молоко, вот сейчас вот посмотрите, какое молоко стало. Она уже обрела такой красный цвет. Вот все, что вот есть было ненужное в этих печени, в этой печени, оно все осталось в молоке. Все яды, все самые, мы аккуратно выкладываем печень. Вот, вы видите, что печень уже мягкая такая стала, нежная. И вот, сейчас я вам покажу уже. Видите, молоко какое? Оно уже красное. Сейчас уже наливаем сковородку до температуры, чтобы она была у нас горячая. И будем приступать к жарке. Растительное масло. Вот здесь вам нужно соблюдать технику безопасности. Как сказала Олега Владимировна, температура не должна превышать. Если мы сейчас перегреем масло, то когда укладывать печень, то может вспыхнуть плита. Газовая, любой, где вы готовите, старайтесь относиться серьезно. Также может быть, потому что она здесь инородная самая, да? Вы видели, что мы в молоке заводим. Это жидкость. При соединении с маслом он дает брызги. Поэтому тоже вы должны это все учитывать. Сильно не накаляйте, потому что это вам не нужно. Вот температура сейчас подходит уже к нам. Та, которая нам нужна. Вот видите, мы аккуратно от себя, старайтесь от себя ложить. Печень, видите, от себя. Никаких брызг, никаких деформаций. Вот, видите, печень как была, она такая и есть. Ничего с ней не случилось. Вот мы пожарили печень. Значит, вы видите, что мы уже печень посолили, поперчили. Мы одну сторону, вторую сторону тоже самое. Мы слегка, не надо увлекаться солью, перцем. Мы слегка подсаливаем и слегка добавляем перец. Не увлекаемся это. Она не нужна, она возьмет столько, сколько ей нужно. Печень. Обождите, мы еще даже запечь его. Так, мы приготовили лук. У нас готов. И готов у нас соус, да. Уже, вот посмотрите, мука остыла. Вот в эту муку мы добавляем молоко. Где у нас молоко? Молоко. И сметану можем добавить, да. Вот смотрите, мы что делаем? Мы потихоньку помешиваем, добавляем молоко. Слегка. Для чего нужно молоко? Чтобы мы ее растворили. Мука растворяется, видите? Она не будет как каша, а видите, она растворяется. Она жидкая становится. Вот. Мы добавляем сюда ложку, можно? Вилку. Без разницы. Мы добавляем сюда сметану. Неважно, 10, 20, 15%, это не играет роли. Можно глиняный. Вот видите, сметанный соус. Сметанно-молочный соус. Очень без комков, без всяких самых. Но вы обратили внимание, что я не солил, не перчил. Мы добавляем слегка соль. У нас паприки нет? Паприки. Чуть-чуть перец. Те ингредиенты, которые мы использовали когда готовили печень. Все. Соус готов. Он уже может использоваться для любых блюд. Второе.
Так, а маленькие сковородки у нас нет? Ой, это тут у нас. Без ручки сковородки. И можем запечь. Можем, давай. А сюда? А потом тебе как, не поможешь? Значит, так, мы берем форму. Вот форма. И у нас есть лук. Значит, что мы делаем? Мы слегка форму смазываем. Слегка, вот видите, я капнул. Больше я ничего не делаю сюда. И мы добавляем, можно убрать вот это. Мы добавляем лук. На дно мы добавляем лук. Слегка. Вот, добавляем лук. Делаем небольшую подложку, чтобы когда запекается в духовке, печень была у нас мягкая и сочная. Вот, оставшуюся мы добавим вверх. И добавляем соус, да. Вот. И потом берем, укладываем, укладываем нашу печень. Видите, печень чуть-чуть изменилась в размерах. Значит, уменьшилась, да? Значит, вот мы ложим порции. Например, вот это нижняя часть порции. Вот 2 порции мы готовим. И вот по качеству, значит, мы готовим вторую часть. Укладываем. Слегка поливаем масличком. Балалар, сендер білесіңдер, жылулық өнген кезде тағамдар өзінің шығыны шығады, да? И вот вторую мы укладываем оставшийся лук. Чтобы сверху у нас тоже был лук. Так, вот. Не думайте, что надо много лука, там, столько, сколько положено по рецептуре, больше мы не ложим. И слегка поливаем оставшимся соусом. И ставим в духовой шкаф при температуре 180-200 градусов. Буквально на 15 минут, не более того. Значит, у нас будет находиться печень. Мы все, видите, у нас все, и соус закончился, и это. И потихоньку мы вот это Печень в молочном соусе с луком ставим в духовой шкаф буквально на 10-15 минут, не более. 10 минут прошло, и уже наше блюдо готово. Мы можем его оформлять, как говорят, декорировать и готовить к подаче. Подача вообще блюд вторых идет 75 градусов, чтобы вы знали. Температуру подачи, чтобы не обжигаться, не самый 75 оптимальный вариант для подачи вторых блюд. Есть банкетные подачи, есть простые блюда, которые идут индивидуальные, порционные, как мы говорим. Поэтому у нас идет это индивидуально, мы можем делать его как банкетная подача, но это индивидуальная подача блюда. Но для декорации мы будем использовать лук, да, вот здесь есть у нас репчатый лук, можно использовать красный лук, что он не горький, он сладкий, он тоже имеет свои особенности. А для декорации мы можем использовать зеленый лук, тоже очень хороший, вкусовое качество. И для оформления он цвет чуть-чуть даст нам другой. Значит, что мы делаем? Мы берем, вот, помните, я говорил, 2 порции, да? 2 порции. Вот одну порцию мы берем и аккуратно укладываем на край. И берем вторую порцию. Тоже укладываем сюда. Вот здесь вот видите, у нас вот этот соус. Видите, какой соус уже? Он уже такой стал красивый. Мы его сложим. Слегка поливаем. Давайте так, можно салфетку? Вот. Значит, вот здесь вот видите, соус есть. Мы говорим, чтобы соусом полить красиво. Красиво соус, чтобы был закроен. Все, убираем это все. И сверху мы аккуратно укладываем зелень. Зелень можно, лук, вот лук репчатый и лук зеленый, он соответствует данному блюду, потому что есть и то, и то, и то есть. Вот, всем вам приятного аппетита, берегите себя. И всегда приходите в финансово-правовой колледж, чтобы вот такие вот блюда готовить. Мы всегда рады приветствовать молодежь, которая
хочет быть красивыми, хорошими поварами, которые будут прославлять республику, и мы будем стараться их готовить.